Сейчас будет обращение к крымско-татарскому народу, Народного фронта и ветеранам национального движения. Это обращение предлагается принять, и если оно будет принято, распространить его максимально по всей территории Крыма до 18 мая и в день 18 мая. Оно нужно для того, чтобы люди проснулись, люди поняли, насколько они унижены, обобраны и ограблены. Обращение к народу. Сегодня, 18 мая 2012 года, исполняется 68 лет со дня величайшей трагедии крымско-татарского народа, насильственного выселения крымских татар из Крыма и тотального ограбления государством крымско-татарского народа. 18 мая 1944 года из Крыма было выселено 112 тысяч семей, общим количеством около 560 тысяч человек. Высланные крымские татары гибли в системе спецпоселений, в тисках особого режима комендантского надзора, режима голода, эпидемий, национального и гражданского бесправия, политического и духовного террора. В одном только Узбекистане в результате тщательно разработанного и неуклонного соблюдения системы мер насилия и произвола за первые 1,5 года высылки погибло 195 471 человек крымских татар, или 46,2% людей, высланных в Узбекскую СССР. Подсчеты производились только по Узбекистану, потому что в других регионах их было провести невозможно, там было слишком сложно организовать перепись. Вот горький список тех, кто погиб в первые 1,5 года высылки. Детей до 16 лет – 81 127 человек. Подростков от 16 до 18 лет – 11 827 человек. Женщин старше 18 лет – 81 358 человек. Мужчин старше 18 лет – 21 159 человек. Итого 195 471 человек. Из 423 100 крымских татар, высланных в Узбекскую ССР в мае 1944 года, по состоянию на 1 января 1946 года в живых осталось только 227 629 человек. При депортации у крымских татар были отняты земли, дома, скот, имущество, все достояние, доставшееся от предков, все личное имущество. По подсчетам, произведенным национальным движением крымских татар, в ходе национального насильственного выселения у крымско-татарского народа было экспроприировано коллективной собственности на сумму 1 миллиард 400 миллионов 537 тысяч 400 рублей по курсу 1961 года. Личной собственности на сумму 2 миллиарда 440 миллионов 262 тысячи 300 рублей по курсу 1961 года. Всего на сумму 3 миллиарда 840 миллионов 979 тысяч 700 рублей по курсу 1961 года. Напомним, что курс доллара к этому времени был $1,5 к 1 рублю. В ходе депортации было ликвидировано крымско-татарских колхозов 829, крымско-татарских совхозов 70, крымско-татарских начальных школ 640, крымско-татарских средних школ 221, а нам сейчас хвастаются, что у татар 15 школ по всему Крыму. Крымско-татарской библиотекой Исп-Читалин 1180, а сегодня действует только одна библиотека Каспийского на весь Крым. Крымско-татарских оркестров 263. Сегодня, спустя 68 лет, после этого позорного для государства и трагического для крымско-татарского народа 18 мая 1944 года, крымские татары до сих пор не восстановлены в своих правах, государствообразующих, политических, социальных, имущественных, которые были грубейшим образом нарушены актом геноцида. 21 год с прошедших 68 лет крымские татары проживают в независимой Украине. 21 год крымские татары требуют у правительства Украины принятия закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. 21 год Украина отказывается реабилитировать крымско-татарский народ на законодательном уровне. 21 год независимая Украина владеет Крымом, использует его природные ресурсы, богатства, недра.
но отказывается признавать, что приняв на себя право владения территорией Крыма, украинское государство приняло на себя и ответственность за судьбу коренного народа Крыма, крымских татар. Более так продолжаться не может. Пока в Украине не принят закон о реабилитации, мы, крымские татары, будем оставаться на своей родине людьми третьего сорта. Мы будем получать самые минимальные пенсии, как и сейчас получают наши старики. Мы будем годами выпрашивать землю, как сейчас годами стоим в очередях на участок или квартиру. Мы никогда не будем пользоваться льготами, положенными реабилитированным гражданам, пострадавшим от незаконных репрессий, которыми сегодня пользуются крымские татары в России, где принят закон о реабилитации. Мы никогда не будем иметь достаточного количества крымско-татарских школ, как не имеем их сейчас. А те татарские классы, которые удастся выбить у власти, будут влачить то же жалкое существование, которое они влачат сейчас. Мы никогда не получим компенсации за отнятое у наших отцов и дедов имущество, как не получили ее до сих пор. Мы никогда не будем сами решать, что нам нужно, а что нет, как не решаем это сегодня. Пока Украина не примет закон о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа, крымские татары будут нести на себя ярлык предателей, будут унижены, обмануты и обобраны у себя на родине. Вот горький итог и горькая правда и для крымских татар, и для Украины. Но почему мы, крымские татары, гордый и сильный народ, позволили так с собой обращаться? Нас обманули, дорогие соотечественники. Нас обманывали 21 год, обманывают сейчас и хотят продолжать обманывать дальше. Нас убаюкивают сладкими речами, нас отвлекают пышными праздниками и яркими концертами. А нация в это время умирает. Только вместе мы сможем спасти себя, своих детей и наше общее будущее, как крымско-татарского народа. Сегодня, 18 мая 2012 года, мы должны положить конец этой гибельной для крымско-татарского народа ситуации. Нам, крымским татарам, как воздух, необходим закон о реабилитации, на основании которого мы, как реабилитированный народ, сможем вернуть отнятые права, получить компенсацию за насильственно отнятое имущество, вернуть свои дома или получить за них полноценную и равноценную компенсацию, пользоваться льготами при оплате коммунальных и прочих услуг, пошлин, лицензий и прочих обязательных платежей. Мы должны четко и однозначно потребовать от Украины в кратчайшие сроки принять закон о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа, не поддаваясь ни на какие уловки и ухищрения государственных чиновников и их приспешников, национал-предателей, получающих от государства ордена и медали за предательство интересов народа. На чужбине всех крымских татар объединяла одна цель – вернуться в Крым. Мы вернулись в Крым, но мы еще не вернули себе родину. Чтобы стать хозяевами на своей исконной земле, мы, крымские татары, сегодня должны вновь сплотиться вокруг одной единственной цели – всенародного требования принятия Украиной закона о реабилитации крымско-татарского народа. Только так мы сможем вернуть себе родину. Крымско-татарский народный фронт решил принять этот документ для того, чтобы распространить прямо на площади до 5000, и может быть и даже больше, сколько сможем, чтобы люди, которые приходят на площадь, как всегда, не расходились после того, как закончат официальную часть, так называемые меджлисовцы. И опять очередной раз, чтобы не было так, чтобы нас обманули, а чтобы дальше требуют и на этой же площади показать власти, что мы уже не те крымские татары, которых до сих пор 21 лет, как тут говорили, обманывали. И поэтому я предлагаю этот документ принять, если нет принципиальных возражений. Я считаю, что вот в конце, кроме всего этого, надо будет написать и наказа народа принятого. Чтобы... Давай слово Хорошо, согласен. как-то до 18 мая раздать вот такие обращения людям, районы, чтобы не только 18-го прочитали, а чуть раньше могли ознакомиться. Чтобы люди готовы и пришли. Итак, минуточку. Я сейчас скажу. После того, как мы примем документы, здесь мы будем давать выступать, и по существу каждый, кто хочет высказаться,
может высказаться. Давайте мы сейчас сначала принципиально за основу примем, а замечания, которые будут выходить и говорить, мы допишем потом, когда будем уже перед тем, как отдадим печатать. Кто за это? Принимаем? Все, спасибо. Кто воздержался, кто против? Нету. Единогласно. Спасибо.